А вот Ли, вы же мама, да? Да. Ну, в принципе, сейчас многие балерины, да, становятся мамами. Ну, потому что, мне кажется, сейчас поняли, что когда всецело отдаешь себя карьере, работе, потом ты остаешься, конечно, с воспоминаниями, с памятью, с историей, но хочется что-то свое иметь, родное, теплое, И которое как, можно обнять, поцеловать, потискать. и как вам, вот, как маме, образование в Бурятии, Я детское, сейчас, школьное? я бы сказала, что сейчас очень много кружков, и ребенка можно хоть куда отвести, главное, чтобы были деньги. И вот, конечно, это большой плюс, с одной стороны, с другой стороны, тоже минус для кого-то, у кого нет возможности, например, ребенка куда-то отвезти. Вот, очень много у нас хороших танцевальных коллективов детских, я бы отметила, потому что каждый правительственный концерт проходит, и у нас очень много детских коллективов, и я понимаю, что детям это нравится. И у нас все с детства танцуют бурятские, русские танцы народные, и они получают от этого безумный восторг. Сейчас вот все пытаются детей научить с детства уже языкам. То есть дать хорошее образование детям, мне кажется, самое главное. Это как бы начало пути. И вот и когда ты вкладываешь в ребенка возможности, чем больше, тем лучше. И мне кажется, музыкальное образование всегда должно присутствовать. Если ребенок не танцует, он, по крайней мере, должен заниматься музыкой. Потому что это тоже развивает. Это полезно для общего развития любого ребенка, мне кажется. Но если ему не нравится ни то, ни другое, тогда, наверное, можно отдать его какие-нибудь единоборства, например. А вы уже ходите куда-нибудь? Мы ходим на фортепиано, мы ходим на английский, мы ходили на шахматы, мы занимались конным спортом. Чуть-чуть она покаталась, ей не понравилось. Вот, то есть и сейчас определились, то есть мы ходим уже на пианино, на фортепиано, тоже все, нам это нравится. А балет? Ну, с ее комплекцией как бы ей не до балета, потому что она похожа на папу, и у нас немножко проблемы с весом, так скажем. Мы очень любим покушать, и, к сожалению, я люблю готовить. Здорово. Ну, с одной стороны, это плюс, потому что мы иногда так стряпаем тортики вместе. Там, я думаю, что для 7 лет она очень много уже умеет, очень многое знает. Она уже знает, как делать лазанью, как готовить торт зебра, как готовить пиццу, как это все фаршировать, мариновать. Она со мной там на кухне сидит, ругается, говорит: мама, почему ты мне не дала помешать фарш? Или дай не помешать желудка. Ой, здорово как. Да ну, балет, лучше вот совместная готовка. Мне кажется, ну, для девочки это хорошо, потому что, я думаю, она будет хорошей хозяйкой в будущем. Конечно. Если она от этого получает удовольствие и от самого приготовления, и потом когда мы все это поглощаем вместе, мы тоже получаем от этого удовольствие, потому что надо красиво сервировать стол, красиво накрывать на стол, вот, украшать блюда. Это же тоже элементы творчества. Ты все делаешь своими руками, как она мне недавно сказала: мама, мы же с тобой все делаем дома сами, с любовью, поэтому и вкусно. Вот, и я думаю, раз она так говорит, значит, это правда.